Столица Кыргызстана. Бишкек в наши дни. Здесь проживает более миллиона человек. Сухой континентальный климат, слабые и редкие ветры в Чуйской котловине приводят к застою воздуха. Город перегревается в жаркие летние месяцы, а зимой заполняется дымом из многочисленных труб. Трудно представить, что всего лишь 2 века назад на месте Бишкека была сухая степь. Только по берегам рек росли пойменные леса. Территорию, ныне занятую городом, пересекали более десятка речных рукавов. Город Бишкек был основан в 1825 году, и благодаря титаническим человеческим усилиям через столетия город стал одним из самых зеленых в регионе, городом-садом, оазисом в Центральной Азии. Долина реки Чу была покрыта галечником, глиной и песком, вынесенными в течение многих тысячелетий из ущелий Кыргызского Алато. До середины 20 века часть этих вод выходила на поверхность ниже современной улицы Жибек-Жолу. В прилегающей зоне грунтовые воды залегали на глубине около 2 метров. Не случайно именно на этом уровне были первые поселения. Здесь, из неглубоких колодцев, можно было брать чистую воду. Здесь прекрасно чувствовали себя сады. Сад расцветает в тени садовника, и таким садовником для нашего города стал Алексей Михайлович Фетисов, садовод, который создал климатическую защиту городу, посадив вдоль улиц тополя, заложив городские сады, в том числе Дубовый парк, бульвар Эркиндик, парк имени Панфилова и огромную по тем временам Каргачевую рощу. Терентьев городовой и другие, они беспокоились как раз о том, чтобы город был вполне благоустроен и в экологическом отношении. И пригласили они Фетисова, известного садовода, и он как раз заложил эту Каргачевую рощу вот в самом начале, можно сказать, существования Бишкека. И заложил эту Каргачевую рощу он на северо-восток от границы города. Это очень правильное расположение большого массива для того, чтобы эффективно очищать город. Каргачевую рощу Фетисов поднимал на сплошных тростниковых зарослях от улицы Ташкентской до реки Чу на границе с Казахстаном. Это были сплошные заросли, камыши, кустарники. Все это была заболоченная местность. Первое, что он сделал с первыми своими учениками, 15 ребят местного населения и 8 мальчишек, дети переселенцев из России, с ними прокопали дренажную канаву, которая и по сей день выполняет свои функции в районе стеклозавода в нижней части рощи. Таким образом они осушили эту территорию частично, а потом поднимали ее как целину. Обычной сахой было вспахано примерно на 15-20 сантиметров, а потом в 8 раз было произведено боронение, и каждый раз после боронения, ну то есть разбивания крупных кусков на мелкие, выбирали руками корни камыша, осота,
тростника, чтобы здесь не росли сорные травы. И он из семян со своими учениками вырастил все саженцы Карагачевой рощи, будущего казенного сада парка Панфилова, бульварной, будущего бульвара Дзержинского и нынешнего Эркиндик, дубового парка. Это все из семечек и саженцев выращено. Так как просто колоссальный труд, я не представляю, сколько человека часов работы потребовалось, чтобы это сделать. Бульварная началась с высадки первых 20 тополей у дома Фетисова. Его дом стоял там, где сейчас находится здание КГБ, на углу Ташкентской и Бульварной, то есть Джибек-Джолу и Эркиндик. И он настолько горел своей идеей, что заразил даже горожан. И горожане, в основном средний класс, мещане, как их тогда называли, собирались на своеобразные субботники, по воскресеньям выходили и помогали ему высаживать деревья вдоль церковного арыка. И первые рядки тополей, которые дали начало бульвару Эркиндик, были высажены руками горожан Фетисова и учеников его сельскохозяйственной школы. После смерти Фетисова от рака гортани в 1894 году его ученики продолжили дело по озеленению столицы, и уже под руководством Иванова, следующего директора сельскохозяйственной школы, продолжили аллею бульвара Эркиндик до улицы Баканбаева в 1902 году и до улицы Чокморова в 1914. Не случайно роща была засажена каргачами. Именно они более других видов соответствовали сухому континентальному климату и могли образовать большой массив и сомкнутые кроны. Это был первый в Центральной Азии климатический массив. На месте нескольких родников в 1940-х годах горожане выкопали котловины для 2 озер – Комсомольского и Пионерского, тоже исключительно ручным трудом. Эти озера стали излюбленным местом для досуга горожан. После демонстрации тысячи людей устремились в Карагачевую рощу, к берегам Комсомольского озера. До самого позднего вечера веселились счастливые советские люди. Карагачевая роща до 70-х, 80-х годов была практически не тронута. Вот когда был в младших классах, я там видел и лисиц, и зайцев, и различных там пресмыкающихся. В общем, достаточно большое разнообразие. Птиц большое количество. Но со временем их становилось меньше, потому что город как-то стал уже слегка внедряться в окрестности Карагачевой рощи. Во время войны также был построен Большой Чуйский канал для орошения полей, что явилось позже причиной подтопления нижней северной части города и опусканием грунтовых вод более чем на 10 метров, что в свою очередь негативно сказалось на возобновляемость и прирост деревьев в Карагачевой роще. А растительную систему тоже пришлось дорабатывать.
В 1978 году был создан масштабный проект реконструкции Каргачевой рощи с углублением и расширением озер, созданием большой рекреационной зоны, центрального ресторана в виде юрты. Но, к счастью, проект не был реализован, и рощу тогда не тронули. Каргачевая роща является зеленой печенью нашего города. Именно Каргачевая роща обеспечивает городу здоровую окружающую среду. И как всякий орган, эта печень, она должна быть сама здоровой и невредимой. Если ее будут отрезать по частям, и она будет уменьшаться и будет сама страдать и болеть, то тогда она перестанет выполнять свою оздоровительную функцию для города. И мы, к сожалению, сейчас видим, что год от года эта печень становится все меньше. В нее вгрызаются различные потребители, которые захватывают все новые и новые территории, уничтожая Каргачевую рощу. Самое главное, даже ладно в этом, детям своим что оставить надо после себя? Ладно, ты прожил жизнь, ушел, твои дети, а внуки как жить будут? Или что, эту землю забросить надо, что ли? Если вот это исчезнет, от этого никто не выиграет, ни тот, кто на дрова это срубил, ни власти наши не выиграют от этого ничего. Ухудшится просто ситуация в плане здоровья нации. Сейчас идет рост онкологических заболеваний очень сильно, потому что огромное количество транспорта стало, плюс люди в стрессе живут. Сейчас действительно такая жизнь, люди очень напряженно работают и переживают за свое будущее, за своих детей. Но эти же люди после себя-то должны оставить тоже новое поколение. А если ты болен, твоя супруга больна, какой шанс, что ты оставишь здоровых детей? Звонили и в вечерний в Бишкек, и в мэрию обращались, спрашивали, почему так, почему застройка. Во времена Бакеева проданы земли под Красную книгу. Просто мы, конечно, в шоке были. Вырубка бешеная началась. Люди живут, низкий уровень социальный, экономический низкий уровень. Середина рощи, вырубка. Вырубка шла прям ужасно. Ну просто сердце кровью обливалось, это кошмар какой-то. Сами видите, говорю, альтернативы больше нет городу. Либо здесь, либо уже выше Горького, Акунбаева, только там. Больше у нас нету возможностей здесь. В советское время площадь одного из любимейших мест для отдыха горожан была 215 гектаров. Территория сокращалась не постепенно, а рывками. За годы независимости роща сократилась вдвое. Сейчас она составляет всего 128 гектаров. Бул дуб аябай эң катуу жыгачтарга кирет. Аябай чоң болуп өсөт, көп жашайт. Мебелге аябай эң баалуу болуп эсептелет. Мебель жасаганда. Где-то бир 6 куб жыгач берет. 6 куб жыгач почти $5000 жакын болот. Аябай баалуу багыт экен да мына.
таза, бұтақтары жоқ. Аябай биік. Мұндай чоң болып өседі негізі бірақ ошоға жете албайды да өскөн. Ар кандай кыйылып кетет. Өсө албай калышы мүмкүн, өлүп калышы мүмкүн ооруп. Бирок бул жерде аябай жакшы өсүп атат. Жакшы жыгачтар экен, баалуу. Небешиктер кыялданат да мындай жыгачтар. Чоңдугу. Такой я был в молодости, когда мне было около 60 лет. Вот. Но самая большая мечта — это чтобы вот то, что сейчас происходит с природой, повернулось, значит, с полного ее разрушения к ее восстановлению. Сейчас мы стремительно катимся к разрушению и в масштабах страны, и в масштабах мира. До получения независимости было чуть больше половины продуктивной территории занято нормальными экосистемами. А только они создают жизнь. Человек не носитель жизни. Целый ряд экосистем, которые исчезли, не просто разрушены, но исчезли настолько, что даже сколько там ни старайся, их уже не восстановишь. Было где-то около 17 классов экосистем. Сейчас осталось вот 5. Восстановить все 17 уже нельзя. В самом лучшем случае мы восстановим где-то 10, но целых 12 классов экосистем. И это было бы просто очень здорово. Мы бы уже тогда удержались на краю пропасти. Совместный проект по созданию экопарка на территории Карагачевой рощи разработан Кыргызско-французской ассоциацией экотуризма и Американским университетом в Центральной Азии. В целях восстановления Карагачевой рощи мэрия выделила проекту 41 гектар на длительный срок. С Филиппом Вазо и рядом других исследователей пришли к мнению, что лучшим способом сохранить Карагачеву рощу является создание здесь экологического парка. Пример того, что мы имеем в развитых в европейских странах. Место, где создаются условия для возобновления экосистемы, место, где вместе с этим для молодежи, для детей, для студентов, вообще в целом для горожан предоставляется возможность экологического просвещения, обучения. Вот такая двойная цель, но все это ради того, чтобы улучшить экологию города. Да вот видите, вот здесь мы сейчас мусор убираем. Это вот самые стихийные места, самые тяжелые у нас. Сейчас здесь только вот мы 4, почти 5 машин мусора вытащили. И это было такое, что здесь никто не охранял, не смотрел, куда мусор вываливается. Здесь было вот, здесь вот зона отдыха, жители, кто что попало здесь. Кто-то, чтобы не платить мусорку, пришли здесь, вывалили, здесь никто не смотрит. Вот таких мест у нас по всему парку где-то около 4 мест есть. Стихийно вот выезжали, никто не видит, и все, мусор вываливали. Вот. В дальнейшем, вот сейчас, если мы вот почистим, вот, то, что достанется, остальное будем вручную убирать. Anyway, these people help us. Так, они поможет, да, чуть-чуть? Да, чуть-чуть поможет, да, они когда мы помогали, у них мы сетки ставили, цемент, там все инструменты ставили, они тут помогали. Вот этот, именно вот эта семья, потом внизу чуть-чуть помогали, мы там оставляли там, вот эти сетки, все время сюда возить тоже трудно было в первое время. I think the main problem is before the people stay there and after they have family now, and so we cannot say that now we cannot withdraw them from this place. They live here, they have some children, and so from how many years? From 15 years maybe they are here. So
So in the past it would be better to forbid for them to let them install here, but now they have a life. Maybe next generation it can be possible to withdraw them from this place. But now we find, how can I say, good, I think the best way to continue the project and to let them there. And now they help us, and to fence, for example, they take care of our materials, and they how can I say, they take good decision when some bad people do some damage to our fences. They help us to find these people, and they help us. So we cannot say that they are against or this project. Now I think it's the best solution for them and for this project. На территории Каргачевой рощи и около нее создали 3 новостройки. В основном люди здесь живут нелегально. Помимо проблем с грунтовыми водами, инфраструктуры для жителей явно недостаточно. Жители покупали участки без каких-либо правоустанавливающих документов, не задумываясь, что будет потом. But we have to talk again with them and explain more and more each day the project and about infrastructures, about waste and so on. We have to continue to work with these people who live around illegal. They have to be involved, in fact, in the process of making this park greener than before. Вон сколько вон там, вот, где вот жители, сколько мы там воевали. Они нас сюда двигать. Нам то, что мере вот по этим, по картам показал, мы так и огородили, все там. Ну да. Но они хотят, чтобы все отодвинули от них. Да. Еще хотят построить. Не, если у него территория, тут же лес же, можно же, туда же можно сарай построить, там можно построить. Конечно. Все это их кровные места. Чушь. Завоеванные, да? Да. Или захваченные. What classes do you teach? I teach class on green spaces and urban development. Okay. And ecotourism. Ecotourism. Also, I was member of the French Association, Ecotourism, and we Little block. Дома я каждый год сажаю с отцом или без него. Обычно с отцом сажаю, вместе сажаем вишню, еще что, ель. Недавно сажали, ну не я сажал, но они уже посадили, оказывается, хурму. Вот. Так что у меня есть чуть-чуть опыт. Я беру впервые. Моя первая березка. Надеюсь, что еще кто-нибудь. Это будет не последняя. во всяком случае. Мы с нашей семьей, с Чингизом и с Шаей, с нашей дочерью 4-летней приехали сегодня в Каргачевую рощу сажать деревья. Мы хотим, чтобы наш город был зеленый, экологически чистым. Мы посадили дерево для того, чтобы наше поколение росло дальше. И мы в наших руках сейчас заложить основу и корни здоровые для будущего нашего.
Около 100 деревьев было посажено усилиями студентов, работников проекта и горожан этой весной. Посадка 200 фруктовых деревьев планируется на осень. В первую весну существования проекта установили скамейки, мосты, мусорные баки, видеокамеры для наблюдения за жизнедеятельностью птиц и диких животных, которые вновь появились в роще с установлением чистоты и порядка. Благодаря Филиппу я с ним познакомился года, наверное, 4 назад. И так сталкивались. Я в другом месте работал, и он мне позвал, говорит, проект разрабатываю. А вот когда все своими руками делаешь, вот все, каждый мусор, даже вот не то, что упал фантик, мне аж жалко. Я поднимаю, мусорку выкину. У меня сейчас такое вот ощущение, что как бы сохранить потом, чтобы говорили, вот видите, благодаря вот нашему Филиппу вот, и некоторых людей вот этот лес сохранили, чтобы мне за мной, чтобы говорили, да, чтобы я какое-то хорошее дело для общества сделал. Вот сейчас я этим горю. Я сейчас выходной, не выходной, я каждый день в Карагачеве. Сюда заехал, я отдыхаю. Сама по себе наслаждение. Ходишь, там ходишь, с людьми общаешься. Хорошие говорят, мне приятно. Я хочу довести вот наш проект. Что-то будет, что я могу сказать, что я что-то сделал, да, вот благодаря вот нашим сотрудникам, благодаря некоторых людей, вот, ну я горю этим. Филипп, он влюблен в Кыргызстан. Он любит нашу природу, он любит нашими людьми общаться. Вот мы с ним сколько проездили, он любит вот Кыргызстан. Биз бул жака кирип жүгүрө баштаганда эле жакшы ойлор келе баштайт да бизгечи. Андан сырткары бул жерде мектеп балдар үчүн да жакшы, кандай десем, шарттарда түзүлүп атат деп ойлойбуз да. Бул көрүп жүгүрүп жүргөн, мен дайыма ошо жүгүргөндө ошондой эне катары ошондой нерселерди ойлоп кетем да. Баягы балдардын ээрчитип келип, мугалимдер менен кошо келип, бул жерде жамалыш күндөр балдар менен ойноп кетсе, таза болсо, тегерек таза болсо, ата-энелер келип отурганда да уялбайсың да балдардын алдында. Ушундай шарттарды түзүп аткан, тазалап берип аткан адамдарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Буйруса дагы жакшы нерселерди кылат деп үмүттөнөбүз. Часто мы здесь гуляем с дочкой, с семьей, приходим в свободное время. А для них тоже важно изучать природу. Она в основном просит на улицу. Ишке барабыз, токойго барабыз. Ну, мы называем здесь парк, не парк, а токой. Стараемся почаще приходить, потому что у нас прогулка очень важна для семьи, чтобы развивался, активно бегал для ребенка. Это важно. Мы посадили сосну в память о человеке, который, я думаю, очень много сделал для отечественной науки, вообще для международной науки. В честь и в память об Эмилии Джапаровиче Шукурове. Он был научным консультантом нашего проекта. Его недавний уход, конечно, невосполнимая утрата для нашей страны. Мы должны гордиться, что мы являемся соотечественниками, современниками этого великого человека. Нам удалось поработать с ним, общаться, узнать много от него. И в память о нем мы посадили это дерево. Но я думаю, весь этот проект – это память о нем. И мы постараемся не подвести его. В планах проекта стать образовательным экологическим центром для изучения экосистем животного и растительного мира Карагачевой рощи.
Как говорят в народе, «Жалгыз дарак токой болбойт». Одиноко растущее дерево – это еще не лес. Эту кыргызскую пословицу раскрывают слова знаменитого немецкого лесничего Петера Волебена. Дерево – это не лес. Дерево не может установить свой местный климат. Он находится в распоряжении ветра и погоды. Но вместе деревья образуют экосистему, которая регулирует жару и холод, сохраняет большой запас воды и генерирует влажность. В таких условиях деревья могут жить очень долго. Если бы каждое дерево заботилось только о себе, часть из них никогда бы не дожила до преклонного возраста. Тогда в шторм ветру было бы легче пробраться внутрь леса и повредить множество деревьев. Солнечные лучи достигли бы земного покрова и высушили его. В результате страдало бы каждое дерево. Таким образом, для сообщества важно каждое дерево, и каждому лучше продлить жизнь настолько, насколько это возможно. Дерево может быть настолько сильным, насколько силен лес вокруг него. Лес – наш лучший друг, а лучшего друга принято любить, уважать и защищать.